прошедшую неделю в городе Якутске произошло 13 пожаров, погибших, пострадавших нет, крупных пожаров не было. На сегодняшний день количество пожаров составляет 983, в прошлом году 273. Погибших 14, в прошлом году 12, травмированных 14, в прошлом году 9. Работаем в штатном режиме. Доклад закончен. Спасибо. Доброе утро. За отчетный период инспекторским составом всего проверено планово 5 объектов, внепланово 6. Составлено протоколов о административных правонарушениях 7. По статье 20.4 в отношении граждан 1 на сумму 1500 рублей, должностных лиц 3 на сумму 18 тысяч рублей и на юридическое лицо 1 штраф на сумму 150 тысяч рублей. Предупреждений на должностных лиц составлено 5. Профилактических обследований за неделю произведено 5. Продолжается проверка объектов жизнеобеспечения. На данный момент всего проверено 23 котельных. Также проводятся внеплановые проверки торгово-развлекательных центров. И с этой недели будет подготовка к новогодним праздникам. Будут проводиться проверки объектов с массовым пребыванием людей, театров и домов культур. Доклад закончен. Спасибо. Доброе утро, уважаемые участники совещания. За неделю в городе Якутске зарегистрировано 24 сообщения о преступлениях, раскрыто 12. Из них тяжких, особо тяжких 6, раскрыто 3. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 30. Это 1 тяжкий вред здоровью, 5 грабежей, 13 краж, 1 угон, 4 мошенничества и 6 прочих преступлений. Установлено лиц, совершивших преступления, 35. Из них ранее судимыми 9, женщинами 6. Несовершеннолетним на этой неделе преступлений не совершено. Поступило сообщение без пропавших 9, в том числе несовершеннолетних 6. Установлено без пропавших 10, 4 из которых были объявлены в течение недели. Несовершеннолетних установлено 3 на 3. На сегодняшний день остается не найдено 3 несовершеннолетних. 1 состоит на учете, 2 не состоят. Ранее уходили. Ну, они, в принципе, на связи как-то? Да, на связи. В интернете, по телефону. То есть они живы-здоровы, просто не идут домой? Так точно. По безопасному городу выявлено 6 фактов административных правонарушений, раскрыто 4 преступления. По системе гражданин полиции сообщений не поступало. За неделю отделами и подразделениями составлено административных протоколов 1436. В специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 44 человека. На 17 ноября содержится всего 33. В ВСНП помещено 2 несовершеннолетних. В изоляторе временного содержания за неделю задержано 13 человек. Из них арестовано 3, под домашним арестом 1, освобождено 2. Также у нас на этой неделе будут проводиться операции по профилактике краж портативных гаражей. За неделю было проведено 1 спортивное мероприятие. На охрану общественного порядка было задействовано 8 сотрудников ЧОП «Кристалл». Доклад закончен. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. Оперативная обстановка на обслуживаемый объект транспортного комплекса Якутского гарнизона осталась стабильной и находилась под контролем служб подразделений управления. За отчетный период у нас зарегистрировано 11 преступлений, из них раскрыто 10. Одно кража багажа, вернее кража из багажа не на территории обслуживания, то есть в Санкт-Петербурге. Материалы направлены по месту кражи. Также выявлено административное правонарушение 121. На территории обслуживания проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью. Дети России 2019». С помощью видеокамер наружного наблюдения выявлено 42 административных правонарушения. Также у нас было зарегистрировано 1 происшествие. Это возврат воздушного судна Л-410 в аэропорту Маган из-за
закрытие шасси. Наш самолет произвел благополучно посадку в аэропорту Маган. Значит, дальше работает в штатном режиме. По докладу все. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 3 человека. В целях профилактики ДТП выявлено 1120 правонарушений. Из них в отношении нетрезвых водителей 16. На специализированную стоянку доставлено 26 автомашин. За выполнение требований дорожных знаков привлечено 6 водителей грузовых автомобилей. По выявленным недостаткам МДС выдано 6 предписаний. По линии технического надзора к административной ответственности привлечено 7 должностных лиц и возбуждено административное дело в отношении юридического лица. Доклад закончен. Доброе утро. Якутским комитетом Госэконадзора за прошедшую неделю проведено всего 20 проверок, выдано 3 предупреждения, 3 предостережения, составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, 4 дела передано по подведомственности в мировой суд, наложено всего 19 штрафов на сумму 533 тысячи рублей. Доклад окончен. Пожалуйста. Доброе утро. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Якутске. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 24,7%, выше показателя аналогичного периода предыдущей недели на 34%. За неделю управлением подготовлено 402 заключения по местам накопления твердых коммунальных отходов. В общей сложности 988 заключений выдано за 3 недели. Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия за прошлую неделю рассмотрено 6 дел об административном правонарушении, назначено 1 предупреждение, наложен административный штраф на общую сумму 210 тысяч рублей. Доклад окончен. Так, значит, Светлана Николаевна, мы должны были с ГИБДД провести общее собрание. Когда? Было, да? Там мы решение приняли вот по выхлопным и вот этим вот всем. А протокол вы оформляете? Хорошо, тогда надо с ГИБДД тоже будет согласовать, прежде чем окончательно его утвердить. Хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, административная комиссия. Доброе утро. На прошлой неделе составили протоколы дорожного округ 2, на прошлой неделе 0, всего 270, в прошлом году 100. Гагаринск 0, всего 72, а в прошлом году 8, Губинский 6, всего 69, в прошлом году 12, Октябрьск 2, всего 43, в прошлом году 58, Промышленный 9, всего 274, в прошлом году 28, Сосярская 1, всего 71, в прошлом году 24, и Строительный 8, в прошлом году, всего 208, в прошлом году 135, и Центральный 0, всего 95, в прошлом году 85, и административная комиссия 2, всего 616, в прошлом году 176 всего. Составлен за год 1761, в прошлом году за аналогичный период 645. Всего на этой неделе составлено 30 протоколов, на прошлой неделе 9. Из них по 3.5, то есть по нарушению тишины и покоя граждан 21, по 6.9, то есть по размещению временных торговых объектов 1, по 6.25 по нарушению правил уборки территории 6, по 6.19 по выезду на лед, то есть по объявлениям 1, по 9.10 2. Всего предписаний вынесено 40, из них в отношении управляющей компании 20, исполнено 40. За год вынесено 2696, из них исполнено 2559, не исполнено 137. У меня все. Спасибо. Административная комиссия, управление муниципального контроля. Доброе утро. За прошедшую неделю в управление всего поступило 96 обращений. Из них 6 физические лица, 18 юридические, и остальные это структуры окружной администрации города Якутска. Отработано 75 обращений и в работе находится 164 обращения. Составлено актов. Так, за отчетную неделю составлено 54 акта по обращениям
структурных подразделений и обращениям граждан. Без нарушений 48, самовольное занятие 6. В правовой направлено 3. Всего с начала 2019 года составлено актов обследования 3376. За 2018 год по годовому отчету 3068 было актов составлено. С начала 2019 года направлено в правовой департамент 121 акт, в 2018 году направлено 93 акта. Проведено проверок за прошедшую неделю 12, из них 4 плановых. Нарушения по статье 7.1 выявлено 6, а по статье 8.8 одно нарушение. Всего с начала 2019 года проведено 287 проверок, в том числе по нарушениям 7.1 и 8.8 234 проверки. В 2018 году проведено 103 проверки. По статье 7.1 в 2019 проведено 120, нарушений выявлено 129, а в 2018 85. По нецелевому использованию по статье 8.8 в 2019 проведено, найдено, то есть выявлено нарушений 12 и направлено протоколов, в 2018 8 было. Так. В Росреестр направлено с начала 2019 года направлено дел о принятии мер административного воздействия 129. За отчетную неделю направлено 5. В 2018 году по итогам отчета годового направлено 93 дела. Получено решений в 2019 году 110. За отчетную неделю 10 ответов получено. Так, 2018 год я не могу сказать. Сумма назначенных штрафов. С начала 2019 года назначено 560 тысяч рублей. В 2018 году общая сумма штрафов была 425 тысяч. За отчетную неделю по направленным ответам 35 тысяч наложено штрафов. У меня все. Так, значит, у нас с 1 января 2020 года вступают в силу изменения в часть 1 и часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации, где в частности указано, что, значит, нельзя теперь применять ставки, пониженные ставки 0,3% по земельным участкам, которые были предоставлены для ИЖС, но в настоящее время используются для предпринимательских целей. Поэтому просьба, Максим Макарович, на вашем уровне провести совещание с земельщиками, с управлением муниципального контроля. Я хочу увидеть алгоритм действий, как вы будете поступать, поскольку это вообще довольно серьезная проблема для города Якутска и, в частности, вот недополучение доходов местного бюджета. У нас сколь угодно много случаев, когда земельный участок предоставлен под ИЖС, но на нем находятся либо же точки общественного питания, либо же вплоть до ЛЖКФ, кстати, да, либо же находятся какие-то другие объекты предпринимательской деятельности. Но более того, значит, по Департаменту имущественных земельных отношений прошу провести инвентаризацию еще раз по земельным участкам, выданным за последние годы для некоммерческих объединений и под социально-бытовые услуги. То есть вы помните такой порядок, Жанна Викторовна, значит, предоставление без торгов и аукционов, да? В частности, обратите внимание, вот на улице Ильминской выдавали участок для ночлежки, а на сегодняшний день у нас там находится гостиничный комплекс с точкой общественного питания, саунами и прочими вещами. Но если заявляли как ночлежку, надо использовать как ночлежку, раз построили. И так далее. Поэтому вот этот второй пункт тоже, значит, Максим Макарович, пожалуйста, посмотрите. Так, управление дорог. Доброе утро, коллеги. Ну, у нас идет плановая работа по приемке тех объектов, которые были отремонтированы в рамках реализации нацпроекта
безопасные и качественные автомобильные дороги. Также на прошлой неделе мы обсудили те работы, которые нам предстоит сделать в 2020 году, также с участием населения, с Общественной палаты города Якутска, представителей ОНФ, где были высказаны те или иные предложения, и предложения в части того, чтобы мы учитывали ошибки этого лета в части закрытия улиц, изменения движения маршрутного автотранспорта. Конечно, мы эти замечания, предложения принимаем. Также на этой неделе нам предстоит работа по дефектовке объектов 2020 года. Мы хотим уже на этой неделе выехать. Также по вашему поручению мы на комиссии безопасности дорожного движения рассмотрели вопросы по изменению схемы движения автобусов и перенос их с проспекта Ленина Ярославского. Также создана рабочая комиссия с участием представителей ГИБДД и предпринимателей, по которым будем выезжать, и выявлять недостатки дорожного устройства и их оперативно устранять, чтобы потом вопросов таких не возникало. В целом работа идет в штатном порядке. Когда будет окончательно утвержден план работ на 2020 год? Он фактически уже сверстан. На этой неделе мы уже представим вам на суд. В Общественной палате вы проводили обсуждение Да. плана на 2020 год. Какие рекомендации есть, какие предложения были высказаны в Общественной палате? Предложения в основном были высказаны в части того, чтобы, как раз я сказал, учитывали план, при перекрытии улиц учитывали мнение населения, изменение движения автобусов, чтобы мы правильно доносили информацию, чтобы первые 2-3 недели у нас транспортного коллапса не было, чтобы люди не стояли на пустых автобусных остановках. Нет, по самим объектам. По самим объектам вопросов не было. В принципе, у нас все объекты логичны. Хорошо. Так, совместно с отделом транспорта, пожалуйста, проверьте работу маршрута номер 14 автобусного, поскольку, мне говорят, что он перестал заезжать на Кузьмина, и в результате спрашивают у людей, есть ли кто-нибудь там, и проезжают мимо, не заезжая на Кузьмина, люди стоят на остановках, ждут автобус, который не приезжает. Хорошо, сегодня выедем. Вот это посмотрите. На этой неделе надо будет все-таки опубликовать план работ, которые, повторяюсь еще раз, неоднократно говорю, вы мне список направили, нормально. Вот этот список надо опубликовать, то, что будет доделано в 2020 году, в соответствии с контрактом. Хорошо. Тротуары, освещение, вот тот список, который вы мне направили. Ваши свои технические вещи там уберите, которые людей особенно не интересуют. Люди интересуются тротуарами, освещением, организацией нормальных автобусных остановок. Принято. Так. Дальше. Технический совет, когда вы планируете итоговый? Уже начиная с этой недели по каждому объекту будем сидеть, думать. Потому что основные элементы, допустим, освещения у нас уже все в городе. Сейчас монтаж завершится и, в принципе, уже принимаем работу. Нам надо будет окончательно подвести итоги, работ сезона этого строительного, и с выводами, с тем, что достигнуто, что не достигнуто, по какой причине, для того, чтобы, скорректировать планы на следующий год. В целом, по дорожному покрытию все работы выполнены в срок. Да. Так? 100% дорожного покрытия выполнено в срок. Это совершенно верно. Никаких нарушений, никаких этих вещей нет. Другой разговор, что сейчас вы получаете результаты лабораторных исследований, как, собственно, свои, которые заказывали впервые Якут-ПНИИСу, так и например, результаты независимой экспертизы. То, что в пятницу на портале опубликовано News.ekt, оно соответствует тем экспертизам, которые есть у вас, поэтому совместное решение технического совета я жду с рекомендациями. Либо же это войдет и пойдет устранение в порядке гарантийного обслуживания, либо же эти работы не будут приниматься. На сегодняшний день у нас они не оплачены, правильно, поскольку у вас есть вопросы. Да. Да, поэтому, технический совет закрывайте, потому что финансовый год до Нового года там осталось чуть более 40 дней, необходимо, соответственно, эту работу ускорять. То, что вы не собираетесь оплачивать, вы говорите, что вы не оплачиваете, предъявляете, или вы оплачиваете и подписываете. Я думаю, что там гарантийные обязательства, наверное, не обязательно дополнительно подписывать, да? Хорошо. Так, отторговываться на 2020 год вы уже потихоньку начали. Да, совершенно верно. Также получается. Сколько вы отторговали сейчас? В настоящее время у нас по одному объекту микрорайон 3 Сосны подрядчик известен, Сахатрастрой.
Ну и сейчас по мере готовности уже будем объявлять наши конкурсы. На следующий год у вас также 19 объектов. Ну, по предварительным данным 19 объектов, общая протяженность составляет порядка 22 километров. И Вот. переходящие этого года у вас сколько получается? 11, да? 11 объектов. 11 по плану, по намеченному графику. Хорошо. Тоже довольно серьезный объем на следующий год. То есть вы получите под контроль 30 объектов, да? Ну, фактически, да. Мгм. И то, что было озвучено на нашем совместном совещании с Росдорнии и с Якутпниисом с участием Автодорожного института, вот в части строительного контроля. Да, строительный контроль, лабораторный контроль также сохраняем. В принципе, это даст хорошее подспорье. Но если нам центр компетенции перенести в город Якутск, Да. это возможно? Ну, в принципе, в рамках той работы, которая предстоит в командировке, мы постараемся, чтобы нам выделили отдельную структуру от Росдорнии по проверке наших объектов. Это будет полезно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, управление социальной защиты. Доброе утро. У нас идут мероприятия по назначению и выплате новых детских пособий, новых детских выплат. На сегодня поступило 3004 обращения, и в том числе более 1000 обращений поступило по первенцу. Также у нас рабочая группа окружной администрации, наши специалисты выехали в командировку в город Владивосток по обмену опытом по доступной безбарьерной среде. И обращаю внимание коллег, что у нас со следующей недели начинается мероприятие по декаде инвалидов. И план будет на этой неделе утвержден. И призываю всех присоединиться к мероприятиям, которые пройдут по этой декаде. По фонду Победы. Да, по фонду Победы 75 на сегодня поступление составляет 600 тысяч рублей. И отмечаем, что работа у нас идет не очень так, призываю все структурные подразделения окружной администрации более активно участвовать в сборе средств на фонд Победы 75. Наталья Романовна, определите, пожалуйста, у нас в окружной администрации специалиста, который будет заниматься сбором информации по поступлению добровольных взносов в фонд Победа 75. Ну вот в той информации, которую вы мне предоставили, я вижу, что в принципе коллективы начали принимать участие, и мосты Севера вижу, Сахатрансстрой вижу, монтаж-сервис, детская школа искусств в Хатасах, центральная библиотечная система, дом престарелых и инвалидов, Нюрбинский дом престарелых и инвалидов, детские садики, Лучик, Незабудка, департамент финансов, и так далее. Да? Но самый крупный вклад на сегодня от депутата Илтумен Виктора Николаевича Федорова. Остальное все так пока без особенного роста. Но повторюсь, конечно, вклады добровольные, взносы добровольные, никто никого не заставляет, но тем не менее с пониманием того, что нам необходимо провести в следующем году 75-летие Победы достойно, и по городу Якутску, и в части адресной помощи и так далее. То есть я думаю, что каждый сидящий в этом зале понимает, что это крайне желательно и будет всячески одобряться и поддерживаться. Спасибо. Спасибо. Так. СГХ. Доброе утро. По предприятиям, от которых зависит жизнедеятельность городского округа, за прошедшую неделю было 143 остановки, из них внеплановых 5. Неплановые остановки были допущены Теплоэнергии 2, ТЭЦ-2 и ЦРЭС-1. На прошедшей неделе нами проведен семинар информационный для территориальных органов управления по взаимодействию с ОГСЖН. Цель семинара – это контроль за деятельностью управляющих компаний. Семинар прошел в виде вопросов-ответов, и эти семинары будут проведены на постоянной основе. Также на прошедшей неделе была проведена внеплановая комиссия по вопросам капитального ремонта на период 2020-2021 год. Было рассмотрено 316 объектов, 40 из них исключены из плана. Есть спорные вопросы, поэтому фонд будет
согласительную комиссию проводить. Информация будет размещена на сайте. Также мы провели рабочую встречу, выездную встречу с новым председателем Совета ветеранов Стряпшей Николаем Александровичем. Тоже выслушали его замечания, принято к работе. Ну и так идет текущая работа по основной деятельности, контроль за контрактами и соглашениями. Спасибо. Так, управление культурой. Отрасль культуры за неделю проработала по своим творческим планам. Проблем больших нет. Были разборки рабочего плана по эксплуатации новых наших зданий в ДШИ-1, в ДШИ-2 и в новой библиотеке. Все проблемы отрегулированы, и здание работает в прежнем режиме. Все мероприятия у нас прошли, особенно те, те мероприятия, которые были сопряжены с корпоративными нашими структурами. И плюс еще идет активная подготовка зима начинается с Якутии. На сегодняшний день по всем нашим структурным подразделениям идет активно это по созданию, по фестивалю зимних, снежных и ледовых скульптур. На сегодняшний день у нас заявлено 9 команд из вне республики и 17 команд из республики и города Якутска. Это фестивали «Бриллианты Якутии». Ну и активно идет подготовка к Строганина 2019. Здесь хотим призвать еще раз наши управления и наши территориальные административные округа, чтобы они как бы еще больше поактивнее были. На сегодняшний день у нас заявлено уже 10 команд, но желает еще больше участия. У меня кратко все. Спасибо. Департамент градостроительства. Всем доброе утро. Департамент отработал в плановом режиме. На прошлой неделе приняли участие в комиссиях Якутской городской думы, представили проекты 2 решений. У нас подписано на прошлой неделе 2 договора о развитии застроенной территории. С застройщиками начнется работа по подготовке проектов планировки и межевания территории согласно условий договоров. Так, поступила заявка по Короленко 25. Сейчас она на рассмотрении. На ближайшей комиссии будем рассматривать данные разрешения на строительство. Также на этой неделе с Минстроем у нас планируется работа по решению проблем объекта автодорожная 19, обманутые дольщики. Будем искать пути решения, у них там с землей проблемы, и также по разрешению на строительство. Также у нас была проведена работа по обращению следователя Белянина в рамках объектов ФОТМ. Коротко все. Так, с 2020 года в открытом доступе должен находиться федеральный реестр самостроев. Относительно этого нам сверху какие-нибудь документы спускали или нет еще? Пока нет. Ну, я тоже не видела ничего. Но в режиме, видимо, постепенного наполнения он будет работать, поэтому, пожалуйста, следите за ним, потому что, в принципе, реестр у вас есть, да. Надо просто его будет, видимо, каким-то образом тоже. Так, дальше. Так, Короленко 25 сегодня будете смотреть, да? Нет, разрешение сегодня не стоит. Специалистами рассматривается. Комиссия будет завтра, послезавтра, наверное, поставим. Хорошо, понятно. Спасибо. Управление архитектуры. Доброе утро. На прошлой неделе мы отработали по 2 вопросам, которые вносим на сессию. Рассмотрели на постоянной комиссии. Это правила землепользования застройки и присвоения наименования улицам. По правилам землепользования еще провели заседание комиссии по новым вопросам. 15 вопросов рассмотрели. И за неделю поступило 12 заявлений. По проектам планировки провели рабочую группу, рассмотрено 20 вопросов.
принято за неделю 24 заявления. И 2 распоряжения об утверждении выпущено. Ну и работаем по вопросам формирования комфортной среды, отрабатываем по заявке Управления архитектуры республики по Парку Победы. Торги вот на днях уже определяем победителя. Ну и по проектно-сметной документации дворовых территорий будущих по очереди уже проводится работа. Так, очень, я вот обращаю внимание, что увеличивается количество нарушений сроков у вас в управлении значит, архитектуры и градостроительной политики, нарушение сроков рассмотрения документов. Ну, мы все отработали, сейчас вот с отделом контроля эти вопросы все посмотрели. Потому что, обратите внимание, из-за того, что, например, ваши специалисты не вовремя отвечают или вообще не отвечают, прокуратура начинает вносить предписания, чтобы, значит, принять меры к руководству Департамента имущественных земельных отношений. И такие решения принимаются. Обратили внимание, да? То есть, поскольку вы не являетесь конечным исполнителем, вы сидите в середине процесса, то наказание, соответственно, получают те, кто находится в начале и в конце процесса. Вы вроде как остаетесь не при делах. То же самое по согласованию санитарных точек. Вы своих так немножко в чувство приведите, пожалуйста. Контрольные сроки. Из-за того, что вы срываете сроки, прилетает вашим коллегам. Да, по департаменту имущества земельных отношений это было. Ну, я видела все запросы, эти объяснения, да, все записки, я это видела. Но то же самое происходит, значит, проблема у агентства земельных отношений. У агентства земельных отношений на сегодняшний день просроченных поручений там порядка более 20, только потому, что они не могут получить документы от вас. Хорошо. Еще раз разберемся. прошу специалистов своих, пожалуйста, приведите, значит, обучите их, я не знаю, делайте, что с ними хотите, но чтобы все отвечали вовремя. Хорошо. Отработаем. А то у вас как топор в воду, только круги по воде, больше никаких там и реакций нет. Все. Спасибо. Так, агентство земельных отношений. Доброе утро. За прошлую неделю в агентство земельных отношений поступило обращений 179, через портал 40. Нарушений сроков муниципальных услуг нет. Исполнение кассового плана составляет 197 миллионов 217 тысяч или 73%. По вопросу внесения территориальных зон в ЕГРН внесено из 79 зон 49. Оставшиеся зоны поделены на 82 части и внесено 25. За прошлую неделю исключены сведения из ЕГРН о территориальных зонах с накладками, которые, собственно, тормозили работу. Далее будем двигаться. Сколько их у вас было там, 26 или 30, да? Да, около 30. Ага. Так, есть прогноз, когда Медведев подпишет наши документы? Нет, пока нет прогноза. Но они поступили обратно, все эти замечания вы устранили? Устранили, да. Ну, для сведения коллег, мы разговариваем об земельных участках для многодетных семей. Они находятся в правительстве на подписании, сейчас ждем со дня на день. Хорошо, спасибо, ладно. Так, департамент жилищных отношений. Доброе утро. За прошедшую неделю проконсультировано 339 человек, поступило обращений 208. По работе комиссии у нас получается межведомственная комиссия по использованию жилых и нежилых помещений. Одно заседание, рассмотрено 26 вопросов. Так, по бюджетникам одна комиссия тоже у нас проведена. Так, вы на каком-нибудь слайде остановите, пожалуйста. Ну, невозможно смотреть же. И синхронизируйте с речью вашей, пожалуйста. Пульт не работает, да, или что? Можно сначала? Нет, с самого первого слайда. Ладно, давайте к успеху не пойдем. по старинному давайте. Хорошо.
У нас проконсультировано 339 человек. С начала года к нам письменное обращение поступило 9609. За текущую неделю 208. По комиссиям по признанию жилых, получается, по использованию жилых и нежилых, у нас 26 вопросов рассмотрено. Одно заседание у нас по переселению из аварийного жилищного фонда так было проведено. По исполнению мероприятий. Работает? Нет, опять то же самое. Ну так уже хочется что-нибудь посмотреть, вы остановите где-нибудь. Все заработало. Исполнение мероприятий по целевым программам. Это обеспечение жильем молодых семей. Фактически у нас 96% исполнено. Перечисление социальных выплат составило 102 миллиона 261 тысяча 409 рублей. По обеспечению жильем работников бюджетной сферы у нас освоено 77%. Из 80 миллионов 62 миллиона 228 тысяч 248 рублей перечислено субсидии. Индивидуальное жилищное строительство, но у нас прием документов он только осенью был, из-за этого у нас процент маленький, но вот 5 миллионов 543 тысячи 860 рублей перечислено гражданам. А успеете до конца года? Да, по целевым программам. Там уже одобрено, как бы, вот по бюджетникам. Ну, то есть 10 человек осталось у вас, да? Да. 10 человек. Там с чем задержка связана? У нас мероприятие просто запланировано на осень было. Там процедура несложная. До конца года они получат. Они договора принесут и им перечислят. Там это как кредитование идет. Ну, я понимаю, возвратные средства. Возвратные средства. Главное, чтобы успели, а то мы их сейчас заберем у вас. Нет, они Хорошо, успеют. ладно, дальше. Там вопросов нет у нас. Это по соглашениям о возмещении за изымаемые жилые помещения. У нас по собственникам в рамках еще старой программы мы с начала года 113 соглашений еще заключили с людьми. Так как люди не подписывали соглашение, либо через суд, в судебном порядке это все подписывалось. Ну, вот, они отрабатываются до сих пор, вот 4 соглашения еще. По новой программе у нас за неделю никаких соглашений подписано не было, и вот по муниципальной программе у нас сдано 8 соглашений в МФЦ. По этому аукциону у нас закупка жилых помещений для детей-сирот на 2019 год. Тут у нас очень много аукционов, но мы со своей стороны все, что можем, делаем. Перед аукционами мы всегда направляем письма застройщикам. Просим принять их участие. Ну, там проблемы вот эти с эскроу счетами и потом с госэкспертизой. Если есть застройщики, которые хотят принять участие, у них нет наличия госэкспертизы. Сейчас, получается, мы ждем несколько застройщиков, когда они вот ведутся в эксплуатацию и уже как на вторичном рынке будем приобретать. Но, на сегодняшний день исполнение сколько у вас от плана? По этапу 2018 года мы приобрели 136 помещений. 50 помещений вот, аукционные идут по ним. Ну, они не состоялись, мы опять по несколько раз запускаем аукционы. Все время в процессе. Понятно. От плана сейчас сколько? Вот из 186 мы 136 закупили, 50 у нас осталось не закуплено. Поняла. Хорошо, хорошо. Дальше. Так, дальше мероприятие. Закупка жилых помещений по программе, по муниципальной программе. Ну, это у нас мы денежными средствами там выплатили по большей части. Это Семен Данилова, собственники, которые у нас были, там, Онгинова. А это именно муниципальные квартиры. 9 приобрели, но там эскроу счета. Мы сейчас будем, когда дом сдадут в эксплуатацию, уже будем заключать доп. Соглашение, так как эскроу счета нам до сих пор не открыли. Как бы отказа нету и не открывают.
Будем доп. Соглашение заключать, и уже когда дом введется в эксплуатацию, перечислять. Ну, только такой способ у нас выходит. Хорошо. Сумма неналоговых доходов за платные услуги, предоставляемые департаментом, вот оплата за найм жилого помещения с начала года у нас 4 миллиона 557 тысяч 474 рубля, за текущую неделю 66 тысяч 874 Александр рубля. Владимирович, у меня просьба, в следующий раз сделайте по сравнению с планом. С планом и Хорошо. за аналогичный период предыдущего года. И вот оплата за платные услуги, ну, это оформление приватизации, там, справки платные, 2189 рублей. Оплата по соглашениям о возмещении за изымаемые жилые помещения с начала года поступило 13 миллионов 682 тысячи 144 рубля. За текущую неделю 90 тысяч 421 рубль. Здесь у нас приватизация, перепланировка, переустройство жилых помещений, маневренный фонд. Ну, если вот по оформлению дел по приватизации посмотреть, то за неделю 3 дела оформлено, но с начала года 303 жилых помещения мы передали в собственность граждан. У нас по перепланировке у нас сначала за неделю выдано решение 4, с начала года 471. По заселению в маневренный фонд 3 жилых помещения мы заселили. Это по Лонгинова 45 и по Халтурина 14, квартира 47. Пожаров с начала года у нас, по которым департамент жилищных отношений вот участвовал и заселял маневренный фонд, 19 было. Так. По следующему у нас участие в судебных заседаниях с начала года у нас составило 1100, за текущую неделю 27. И вот текущих исполнительных производств по предоставлению жилых помещений, именно где обязывают нас находится в службе судебных приставов, 69. А с начала года окончено 44 исполнительных производств по предоставлению жилых помещений. И по приему оформления документов от граждан по регистрацию места жительства, это вот каждую неделю, в принципе, цифры они более-менее одинаковые. Это вот за неделю 264 человека по месту жительства регистрации, по месту пребывания 68, снятие с регистрационного учета 285 человек, выдача справок, это форма 3 473, и выдача справок о составе семьи 2229 за неделю. Так. Если вкратце сказать. Так, по признанию аварийными. По признанию аварийными межведомственная комиссия не собиралась в связи с отсутствием заявлений. Так с начала года 110 цифр так и стоит. Но 17-й квартал там около 40 заявлений оно поступило. Но в связи с тем, что еще заключения спецорганизации нету. Но они заказали? Ну, заказали, уже есть, но к нам будут поступать, и вот к концу года мы... Вот 40 уже есть в наличии. Ну, еще заявление просто... Это же оказание муниципальной услуги. Там у нас 30 дней с момента подачи заявления. Понятно. Смотрите, значит, Министерство Дальнего Востока выступило с очень хорошей инициативой о принятии национального проекта по реновации жилого фонда Дальнего Востока. Это пока проект, но это та самая мысль, которую мы с вами с прошлого года вынашиваем, стучимся во все двери и просим для того, чтобы, значит, в ускоренном порядке решить проблемы с ветхим аварийным жильем в городе Якутске, ну и не только. И, к счастью, нас услышали, и такая программа по Дальнему Востоку в проектном виде сейчас есть. Наша с вами задача и задача руководителей территориальных органов управления, значит, как можно большее количество домов в ближайшее время признать аварийными. Людям необходимо объяснять. Очень много домов у нас застряли из-за того, что люди не хотят платить с дома по 25-30 тысяч рублей с одного дома за проведение экспертизы. Вот они упираются в это, что мы не будем это платить, мы не обязаны, но, к сожалению, это так вот в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Так? Собственники должны оплачивать экспертизу состояния дома, технического состояния дома. Людям необходимо объяснять, что дома в должном порядке признанными аварийными встают в порядке признания их таковыми, в хронологическом порядке встают в некую виртуальную очередь,
И если не заработает по каким-то причинам эта программа реновации Дальнего Востока, они войдут в третий этап переселения. Он будет. Я присутствовала на совещании, где Цицин озвучил о том, что третий этап переселения будет. Поэтому с людьми работайте, людям объясняйте. И наша с вами задача признавать дома аварийными поквартально, чтобы затем нам не уходить в точечную застройку. Вы знаете, когда мы признаем один дом аварийным здесь, другим там и здесь, нам для комплексной застройки это мало что дает, так? Поэтому работайте поквартально. Значит, получается как? За 5 лет, с 12 по 1 января 2017 года, было признано аварийными, поправьте меня, 165 домов. 165 домов мы с вами за 1 год признали аварийными около 300, там меньше, чуть меньше 300 домов. То есть темпы, они очень серьезные, и мы делаем это специально. Я повторяю это из раза в раз для того, чтобы как можно большее количество людей меня услышало. Необходимо документально признавать дома аварийными, чтобы показать реальное состояние аварийного фонда в городе Якутске. Вообще мы с Арсением Сергеевичем эту проблему обсуждали. И, значит, Евгений Николаевич, в ближайшее время вы должны внести план по реновации. Для этого нам надо просчитать, сколько мы признаем аварийным. Можно поставить перед собой, значит, очень амбициозную задачу, значит, уничтожить весь аварийный жилой фонд, переселить людей в нормальное жилье до 2027 года, например. Да? Но я это говорю умозрительно, потому что я не вижу пока цифр. И поэтому, коллеги, повторюсь, это наша с вами общая задача объяснять людям, чтобы они как можно быстрее юридически признавали свои дома аварийными. Будем повторять это до тех пор, пока у нас все дома не будут переписаны. Потому что как только эта программа будет принята или объявлена, Якутск должен с большим массивом войти в эту программу. Заявить самое большее количество и, соответственно, просить финансирование под имеющиеся дома. Спасибо. Садитесь. Так, главстрой. Доброе утро. В соответствии с вашим поручением, Светлана Владимировна, на прошлой неделе на уровне Максима Карыча провели совещание по передаваемым 40 объектов дорог 14-18 годов. До конца года, как расписали, постараемся, значит, все-таки в этом плановом режиме начинать отрабатывать эти передачи. Кроме того, у нас также нагрузку дополняются 19 объектов, которые мы планово сейчас отдельным списком по нынешнему году. На прошлой неделе на уровне также Министерства образования были проведены совещания по объектам образования выкупным, но скорректировали те сегодня имеющиеся на сегодняшний момент текущие вопросы, как и завершение экспертиз, так и, значит, продолжение, софинансирование вопросов стояли. На этой неделе, мы думаем, совместно с Департаментом градостроительства, Министерством строительства будет полное понимание дальнейших действий в софинансировании и так далее. На этой неделе тоже все-таки находимся в режиме ожидания экспертиз, что Кангаласа школы, что Толстого 20. На конец прошлой недели уже замечаний от экспертов не поступало. Надеемся на результаты. Хорошо, спасибо. Так, Наталья Романовна, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. В первую очередь по объектам ГЧП. На сегодняшний день, я так скажу, лед тронулся капитально. 5 учреждений уже подали документы на лицензирование, получены положительные заключения надзорных органов. Осталась у нас одна школа АИ-ГАТА, которая сегодня-завтра должны получить положительные заключения, лабораторные анализы они прошли Госпошнадзора. И на этой неделе они подадут уже документы на лицензирование. Так, дальше. Сейчас по управлению образования идет подготовка к приему заявлений о зачислению в первый класс на 20-21 учебные годы. Вносятся изменения в закрепление территорий за общеобразовательными организациями. Мы заседали несколько раз и пришли к выводу, что будем вносить только объекты новостроек. Дальше
приняты дополнения и изменения правила приема в дошкольные образовательные организации и в школы на уровне начального общего образования о приеме детей, у которых старшие братья и сестры обучаются в том или ином образовательном учреждении. По этому поводу тоже будет проведена большая работа. Так, идет подготовка к фестивалю «Зима» начинается в Якутии, ну и подготовка к форуму, который 27-28 ноября «Умный город». Так, дальше. Так, и последний пассаж номер 17 в рабочем порядке, Светлана Владимировна, я считаю. Ну, вкратце все. Так, и напоминаю вам о нашем с вами разговоре. Значит, надо рассмотреть вопрос по детским садам, ясельным группам в Мархе. Марха у нас интенсивно развивается. На сегодняшний день там проживает порядка 10% населения всего города. И ко мне поступают обращения от молодых мам, что есть трудности с устройством детей в дошкольные образовательные учреждения. Надо поговорить, может быть, путем вот именно открытия частных садиков с субсидиями из, значит, Министерства образования. Посмотрите. Евгений Николаевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. Значит, строительный блок на прошлой неделе отработал в штатном режиме. Что касаемо БК, значит, идет плановая приемка работ, устранение замечаний. Что касаемо градостроительной деятельности, значит, у нас проведен ряд комиссий запланированных, проведено, значит, обсуждение по публичным слушаниям, по комиссии, ПЗЗ, значит, и тут по линии ЕПАКа, значит, мы рассмотрели выпадающие доходы, значит, льготный проезд, и по линии Союзавто и с перевозчиками рассмотрели вопросы по техническому изменению выхлопной трубы отопителя салона, значит, и по маршрутным, по отдельным маршрутам, ну, в целом все кратко так, в штатном режиме. Вопросов к общему обсуждению нет. Так, ну, обратите внимание на жалобы, которые поступают по теплым остановкам в связи с похолоданием. Да? Около поликлиники номер 3 остановка стоит, но она не работает. Значит, дайте поручение своим подразделениям проверить, и пусть вам представят информацию, почему остановка не открыта до сих пор. Значит, очень много обращений по необходимости организации теплой остановки на площади Ленина. Мы с вами это обсуждали в выходные, да? И проверьте, пожалуйста, значит, сколько у нас на сегодняшний день теплых остановок значит, на конечных остановках. Информация идет разная, значит, необходимо проверить. Спасибо. Роман Сергеевич. Доброе утро. На прошлой неделе рассматривали вопросы, связанные с завершением строительства газопроводов. Это микрорайон Северный, 17 километров Намского тракта, и в селе Хадасы. Планируем то, что 1 декабря все технические мероприятия должны быть завершены, и совершенно будем заниматься завершением оформления документов. Также на прошлой неделе под председательством первого заместителя председателя правительства состоялось выездное совещание для определения временного места складирования коммунальных отходов с целью начала строительства нового полигона и рекультивации действующего, ну и, соответственно, закрытия его. Все остальное в рабочем порядке. Максим Макарович. Добрый день, Светлана Владимировна, уважаемые коллеги. Значит, прошедшая неделя ознаменована подготовкой к предстоящей сессии. Мы работаем по проекту бюджета 2020-2022 годов. Проведены публичные слушания, получены замечания. Экспертами отмечена позитивная, на их взгляд, тенденция, что мы хотим перейти к бездефицитному бюджету с 2021 года. Получено замечание от эксперта Обедина в части поддержки предпринимательства, но были даны комментарии, что в связи с тем, что у нас в плановом периоде выпадают доходы по УСН, таким образом мы осуществляем поддержку около 6,5 тысяч предпринимателей на сумму порядка 270 миллионов рублей. 6,5 тысяч? 6,5 тысяч предпринимателей. Ну, я полагаю, в связи с тем, что с 1 января 2020 года отменяется ЕНВД,
то, значит, на УСН, видимо, перейдет большее количество субъектов малого и среднего бизнеса, да? Возможно такое. То есть это будет не 6,5 тысяч, ну, а как бы на порядок, наверное, больше. Через фонд поддержки, та сумма, которая была сокращена в 2020 году, поддержку получают около 20-25 предпринимателей. Ну вот я специально проанализировала после того, как у нас началась полемика относительно того, что, значит, в городе Якутске сворачивается программа поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, что сокращено финансирование в 30 раз, было 90 миллионов, останется 3. Департамент предпринимательства у меня пишет письма, значит, давайте мы закроем программу поддержки, значит, предпринимательства, да, ну, в общем, какая-то нездоровая полемика идет. Я бы хотела обратить внимание всех присутствующих на две вещи. Во-первых, за 5 лет сумма выданных займов, микрозаймов, там, значит, 200, ну, порядка 285 миллионов рублей. 285 миллионов рублей. И за 5 лет поддержкой фонда воспользовалось у нас 92 субъекта. 92 субъекта за 5 лет со всего города. То есть я не думаю, что вот за 5 лет там 92 субъекта получили вот эти вот деньги, микрозайм, да, и прямо у нас предпринимательство расцвело. Поэтому, во-первых, есть вопрос в эффективности выделяемых средств. Во-вторых, и, наверное, это основная позиция, местный бюджет не микрокредитная организация. Местный бюджет не должен, мне кажется, в принципе заниматься займами. Тем более под 7% годовых. Как отбираются эти люди? Почему получают одни и те же? Некоторые получили по 4 займа. Кому-то выделяется 4 миллиона, кому-то выделяется 5 миллионов, кому-то из года в год по 3. А кто-то при этом, обратите внимание, не получает ничего. Из этих 92 счастливцев, которые воспользовались бюджетными средствами за 7%, 36 человек у нас это сельхозтоваропроизводители. Повторюсь, одни и те же из года в год. 35 автобусников. 35 автобусников также получили займы под 7% годовых. И только 21 субъект малого и среднего бизнеса получил эти займы. Поэтому говорить о том, что свертывание программы и там, нефинансирование на 90 миллионов рублей там, погубит малый и средний бизнес города Якутска, я с этим категорически не согласна. И совершенно правильно вы указываете, что за счет выпадающих доходов бюджета города Якутска, а мы с вами потеряем там порядка 260 миллионов, да, в этом году. Да, значит, сколько вы сказали, 6,5 тысяч? 6,5 тысяч предпринимателей города Якутска получают налоговые послабления. Ну, надо взвесить 92 или 6,5. Ну, тут полемизировать можно долго, но я думаю, цифры говорят сами за себя. Поэтому в данном случае, но опять же мы говорим, что как только у города Якутска появятся дополнительные какие-то доходы, то, конечно, программа будет пополнена, помощь будет оказываться, но здесь я все-таки, Максим Макарович, прошу вас пересмотреть положение этого фонда и посмотреть критерии, как они выделяются. Спасибо. Ну, кроме этого, в 2020 году планируется за счет возвратных средств выделить около 50 миллионов. Так, продолжаем подготовку к форуму. Через неделю у нас большой форум «Лунный город. Комфортная среда» с участием министра строительства Российской Федерации Якушева и Трутнева, заместителя председателя правительства Российской Федерации. Кроме того, готовимся к форуму по закупкам, который пройдет на день позже, с приглашением экспертов извне. Достаточно будет интересный форум, практический. Проводим советы директоров и рассматриваем финансово-хозяйственную деятельность наших предприятий. Скажите, пожалуйста, сколько расходы города Якутска по проведению форума? Сейчас смета до конца еще не сверстана. Ну, планируется за счет средств спонсоров около 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей весь форум, и то за счет спонсоров? Да. Нет, основная сумма будет финансироваться управлением архитектуры при главе. Ну, форум проводится совместно с правительством. То есть местный бюджет расходов практически не несет? Ну, не планируется. Ну, там бумага, ручки, может быть, да? Да. Стулья одолжим. Так, ясно. Хорошо. Все. Все, да? Спасибо. Евдокия Ивановна, пожалуйста. Доброе утро. На прошлой неделе
члены комиссии, постоянной комиссии по социальной политике организовали встречу в Илтумыни с Комитетом по науке и образованию по проблемным вопросам по отрасли образования. Встреча проходила вместе с управлением образования. Ну, поставили, скажем, несколько общих вопросов, касающихся строительства, учреждения образования на территории городского округа. Ну, в частности, и с Артемом Владимировым вот этот вопрос, о котором много говорили, это по заработной плате работников дошкольных по прочим категориям. Ну, принято решение было о создании рабочей группы по внесению изменений в постановление правительства, которое касается этого вопроса. Мы понимаем, что это, скорее всего, работа будет такая очень долгая, наверное, потому что вот по внесению изменений в постановление правительства, что касается школ, то, что отработано было, она заняла практически почти 2 года. Ну, приступим, посмотрим, какой будет результат. Во всяком случае, члены постоянного комитета по образованию, наши депутаты от города нас поддерживают. Также на прошлой неделе у нас прошло 5 заседаний постоянных комиссий. Рассмотрены были сессионные вопросы. На всех 5 комиссиях был рассмотрен вопрос о прогнозе бюджета на 2020, 2021, 2022 годы. На этой неделе заседания комиссии продолжаются. Проводятся еще 4 постоянных комиссии. И на этой неделе мы завершаем проведение всех комиссий. Проводится комиссия здесь и по имущественным земельным отношениям, по предпринимательству, по местному самоуправлению. И 20 ноября, как завершающая, это комиссия по бюджетно-экономической политике, где будут в основном, конечно, рассмотрены все вопросы, касающиеся прогноза бюджета. Ну вот, кратко, наверное, все. Поэтому хочется, чтобы так же, как на прошлой неделе, все структурные подразделения серьезно подготовились к этим совещаниям, к этим заседаниям постоянной комиссии. Я думаю, чем больше вопросов будет снято, тем меньше вопросов возникнет на сессии Якутской городской думы. Спасибо. Кратко все. Спасибо большое. Так, значит, у нас впереди очень 2 больших серьезных мероприятия. Во-первых, фестиваль «Зима» начинается в Якутии. Значит, о нем сейчас и Антонина Николаевна докладывала, и Светлана Николаевна этим занимается плотно. Во-вторых, это беспрецедентный по количеству участников форум «Умный город». Вы знаете, город Якутск является, одним из пилотных городов Российской Федерации. И то, что в эти дни у нас будут здесь присутствовать 10 губернаторов всех регионов Дальнего Востока, плюс приглашенные мэры городов, то есть мы должны с вами обеспечить интересную программу, насыщенную программу, полезно, чтобы было для всех участников данного форума. Поскольку наработки за предыдущие годы в городе Якутске есть, значит, в этом смысле Якутск наиболее подготовленный участник этого проекта «Умный город». Нам есть что показать, но и тем не менее есть, конечно, к чему еще и стремиться. Далее, действительно, значит, все дни до 27-го, до сессии должны быть посвящены работе с нашим основным финансовым документом города Якутска, это бюджетом на 20-й и плановый 21-й, значит, и последующие годы. Ну, действительно, есть там определенная проблема, и она связана с расходами, которых не было ранее в бюджете города Якутска. Во-первых, прошу обратить внимание всех присутствующих, что в следующем году мы должны с вами будем выплатить 719 миллионов рублей. Это, значит, субсидия по построенным объектам в рамках программы государственно-частного партнерства плюс арендные платежи по построенным объектам. Вы знаете, мы будем за них платить аренду до тех пор, пока полностью не выкупим. 719 миллионов рублей. Беспрецедентная сумма расходов. Во-вторых, значит, вы знаете, что на плечи муниципалитетов легло обеспечение повышения заработной платы по майским указам главы государства. Это тоже должны сделать мы. Сумма у нас там получается сколько примерно? Более 600 миллионов. Ну вот, 600 миллионов на всех. 600 миллионов мы с вами должны еще, значит, направить собственных средств города Якутска на повышение заработной платы, значит, отдельных категорий. Плюс к этому правильно Евдокия Ивановна указывает на то, что
на наших с вами плечах городского бюджета лежит выплата заработной платы по прочим работникам дошкольных учреждений. По данному вопросу я обратилась, значит, в прокуратуру республики, чтобы дали разъяснение по правоприменению разных документов, которые между собой противоречат. Далее, вы знаете, и еще раз повторимся, относительно выпадающих доходов города Якутска в связи с тем, что применяется пониженная ставка по, значит, налогу УСН. Но здесь нужно сказать, что у нас есть, как и по предыдущему вопросу, по заработной плате прочих работников-дошкольников, так и по возврату УСН городу Якутску есть поддержка главы республики Арсения Сергеевича Николаева. Мы должны просто сейчас механизмы обсудить, и как только нам прокуратура даст разъяснение, мы с Арсением Сергеевичем будем работать над тем, чтобы вот эта зарплата, она все-таки шла из вышестоящего бюджета дошкольников, и также он принципиально поддерживает город Якутск в плане того, что УСН, выпадающие доходы городу Якутску, должны вернуться. Но механизм пока непонятен, как мы это будем делать. Поэтому просьба, значит, коллегам, вот с учетом тех больших мероприятий, которые будут проводиться в городе Якутске, и с учетом предстоящей сессии Якутской городской думы, принимать активное участие в работе всех постоянных комиссий. Ну и понятно, что мы с вами в отопительном сезоне, просьба, значит, все держать на контроле. Дорожники, подводите итоги все по работам этого года, и, соответственно, рассказывайте всему населению о том, какие дороги будут ремонтироваться в 2020 году, какие объекты будут, и какие завершающие работы вы будете проводить в 2020 году по объектам этого года, чтобы люди понимали, беспокоятся. Нет тротуаров, нет освещения, люди беспокоятся, надо успокоить. Спасибо большое, всем удачной недели.